Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами эффективность молодежной политики в нашей республике с нашим гостем Петром Шамаевым. Друзья, внимание на экран. Молодежная политика – система мер, направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности. Наша республика – один из немногих регионов, где есть соответствующее профильное министерство. С конца прошлого года Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики возглавляет Петр Шамаев. 36-летний управленец имеет хороший опыт в молодежной среде, работа в структурах университета, должность директора студенческого городка СВФУ и работа в структуре администрации главы и правительства. В год столетия республики перед министерством стоит важная задача по объединению якутской молодежи и направлению ее в созидательное русло. Эффективна ли молодежная политика в Якутии? Справляется ли Министерство молодежи со своей задачей? И как объединить якутскую молодежь? Друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты – это те, кто считает, что молодежная политика в Якутии она эффективна, а Министерство по делам молодежи является эффективным инструментом по ее реализации. Пессимисты же считают иначе, что молодежная политика в нашей республике малоэффективна и не затрагивает всю молодежь в целом, и большая часть молодежи не осведомлена о ее работе. Оптимисты будут находиться справа, Пессимисты слева. при этом, дорогие друзья, заняв ту или иную позицию, вам нужно будет стараться перетянуть на свою сторону как можно больше людей с противоборствующей стороны. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Молодежный лидер и член правительства. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Петр Витальевич Шамаев. Петр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Вкратце, мне 36 лет, я родом из Вилюйского района, есть жена, есть сын, ему 2 годика. Очень люблю, если говорить о хобби, это охота. Наверное, это моя страсть. На охоту хожу с 6 лет. Сейчас думаю, как сына повел бы в 6 лет на охоту, но думаю, что нет, как будто бы маленький. После работы, если получается, то в пятницу, в субботу играю в компьютер. Или же смотрю просто там новости или какой-нибудь подкаст. Ну, как-то отвлечься от всего этого. Люблю встречаться со своими друзьями, однокурсниками. Но в последнее время все же больше времени провожу с семьей. Аплодисменты. Сейчас мы переходим к небольшому блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрые ответы. Так, первый вопрос. Трудно ли отвечать за всю молодежную политику в Якутии? Конечно, сложно. Всегда очень много вопросов, всегда разные вопросы, поэтому сложно, конечно, всегда. И иногда не бывает на все ответа конкретного именно по этому вопросу. Какие изменения в вашей жизни произошли после того, как вы стали министром? Друзья подкалывать стали больше, мне кажется. Больше я изменений не заметил. Много ли критики вы получаете в свой адрес и как реагируете на нее? Ну, из-за того, что, может быть, я до этого не был таким медийным человеком, обо мне люди не знают, и поэтому критика в основном такая, такой молодой, откуда он выскочил, может быть, является родственником большого чиновника или же Шамаева, который является директором, но на самом деле это не так. Я думаю, потихоньку будут узнавать, но критики как таковой сильно я не встречал. Петр Витальевич, вы стали министром не так давно, буквально сейчас идет 4-й месяц. Оправдывает ли ваши ожидания Минмолодежи? Мне говорили, в самом начале Антон сказал, что будут пессимисты и оптимисты. Я бы, наверное, сел в тот ряд, где в основном сидят пессимисты. И, наверное, в конце передачи бы не перешел. Поэтому есть определенные моменты, под которыми надо работать.
Я думаю, с вашей помощью, ребята, мы добьемся определенных успехов, потому что Министерство молодежи все вытянуть на себе не может. Тут без помощи ребят, без помощи самой молодежи добиться определенных результатов невозможно, мне кажется. Как вы считаете, что нужно нынешней современной молодежи? Самореализоваться. Это основная, мне кажется, тема. Каждый человек хочет самореализации, каждый человек хочет уважения какого-то, будь то он шофер или там большой бизнесмен. Иногда люди, будучи очень богатыми, несчастливы из-за того, что у них какой-то самореализации нет. Количество денег, оно как бы не влияет на то, что вот она внутреннее такое ощущение, то, что ты смог чего-то добиться стоящего. Круто ли быть министром? Наверное, да. Наверное, да. Я из очень бедной семьи. Были моменты, когда я вот не могу есть варенье из, как называется, смородина. Потому что все лето мы ели вот это варенье и хлеб. И тогда, сидя рядом с дедушкой, я не думал, что я выеду из своего села. Ну, получилось так, что я вот стал министром. И это говорит о том, что любой человек может, в принципе, время сейчас такое, любой человек может самореализоваться и добиться определенных успехов. На мой взгляд, так. И последний вопрос. Есть ли у вас мечта? Мечта есть, и оно не связано, может быть, с правительством и с карьерой какой-то. Я вот мечтаю стать лучшим в мире дедушкой. Для меня это вот основная мечта. Я хочу, чтобы у меня был внук, его звали Петя, и он носил мою фамилию, Петя Шамаев. И больше внуков, потому что я воспитывался в основном у дедушки. И такая вот мечта, хочу показывать, учить, не знаю, как ставить селки, там, как-то там где-то охотиться, может быть, строить дом. Вот основная такая, помогать, портить максимально, баловать. Потому что сейчас со своим ребенком ответственность большая, каким он вырастет. А когда ты становишься дедушкой, мне кажется, ответственности намного меньше. Петр Витальевич, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас поближе. Это у нас и студенты, и учащиеся школ, и та молодежь, которая занимается творчеством и имеет постоянное место работы. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что молодежная политика в Якутии эффективна, а Министерство молодежи является отличным инструментом для того, чтобы ее реализовывать и, соответственно, помогает выращивать то будущее поколение лидеров и направляет молодежь в созидательное русло. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что молодежная политика в нашей республике малоэффективна и не затрагивает всю молодежь в целом. Молодежь не имеет четкого представления о работе и прочем. Соответственно, друзья, мы уже сейчас обращаемся к вам, участникам нашей аудитории, почему вы заняли ту или иную позицию, чем обусловлен ваш выбор. Ну и давайте по традиции начнем с оптимистов. Пожалуйста. Я выбрала сторону оптимистов, потому что, я пока не согласна с тем, что нынешняя программа полностью эффективна, но сейчас вообще рано говорить об эффективности. Хочу оптимистично смотреть в будущее, и что в дальнейшем Министерство молодежи станет еще более продвинутым, будет давать какие-то компании, которые смогут помочь молодежи республики. Вот. И плюс я согласна с высказыванием, что это отличный инструмент по работе с молодежью. Какой может быть другой? Пока не знаю. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Пессимисты? Я и не за, и не против, но больше склоняюсь в отрицательный уклон, так как я сама была волонтером, я участвовала в деятельности не только города Якутска, а также оттуда, где я родом была. Но, должна сказать, это не очень эффективно, отдачи нет, понимаете? Детей даже поблагодарить нормально не могут за то, что они делают. Отношение тоже другое. Возможно, где-то по-другому, конечно, но отдачи нет. Спасибо. Интересно, спасибо, аплодисменты. Оптимисты, пожалуйста. Ну, я сама по жизни оптимист, и вообще
начиная с 2014 года, когда я поступила студентом. Я вот Петра Витальевича знаю Я с вспомнил. студенчества, каким он был амбициозным. И в то время Министерство молодежи было очень таким, как сказать, инструментом для реализации. И вот в это время, во время студенчества, я себя очень хорошо реализовала. Ага, и сейчас я уже как человек, который уже работает на постоянной работе, да, я вот смотрю вот сейчас на нынешнюю молодежь, и мне хочется более такого эффективного какого-то, вот как в прошлые года, вот более эффективного. Возможно, это из-за пандемии, да, вот все сократилось, какие-то мероприятия, возможно, стали форматы дистанционно, что не очень удобно, да, но надежда все-таки есть, что все-таки Министерство молодежи найдут какой-то подход именно для того, чтобы объединить вот эту снова молодежь, несмотря даже на все вот эти ковидные наши меры, да, у меня все-таки здесь есть надежда, что будут объединение вот молодежи, как в те времена. Вот поэтому в сторону оптимистов. Хорошо, спасибо. Я являюсь представителем творческой сферы, именно музыки. Но в противовес вышесказанному я могу ответить то, что молодежная политика, она нужна. И точно так же нужно Министерство по делам молодежи, так как это своеобразный мост. В каждом обществе, в каждой организации есть отдельные лидеры, которые так или иначе продвигают свои идеи и пытаются их реализовать. Они есть и среди волонтеров, они есть среди также множества организовывающихся сейчас на волне популярности общественной деятельности организаций, которые сейчас стараются улучшить в каждой отрасли и привнести что-то новое. Министерство по делам молодежи, оно достаточно молодое, но тем не менее, как мы можем сделать свою республику лучше? Не обвиняя и отходя от органов государственной власти, а работая с ними в тандеме. Лишь в коммуникации мы можем выделить какие-то основные ключевые проблемы, недочеты и вместе помогать их дорабатывать. Поэтому я всецело поддерживаю работу Министерства по делам молодежи, так как есть достаточно много мероприятий, направленных на то же самое повышение здорового образа жизни, привлечение молодежи. Это в рамках всего государственной программы. И над этим нужно работать и дальше продвигать и освещать. Спасибо. Спасибо. Послушаем мнение пессимистов. Я считаю, что индивидуальность ребенка не всегда учитывается. Очень часто в образовательных учреждениях из детей пытаются сформировать единое общество, единую массу, да, у которой единый интерес, хотя это совершенно не так. Я очень часто слышала от взрослых людей, что наше поколение безалаберное, оно безинтересное. Но почему оно безинтересное? Потому что не всегда слышат и хотят слышать наше поколение, наши интересы, потому что время меняется, и интересы тоже меняются. Спасибо. Спасибо. Оптимисты? Наверное, я хотел бы предложить создавать более какие-то открытые места для скопления молодежи, но, по-моему, это уже планируется, да, и для скопления молодежи, и как вытягивание вот из молодежи, их идей, их инициатив и помощь в реализации. Пусть молодежь сама реализует, пусть молодежь сама двигается, пусть молодежь сама будет исполнителем, а Министерство молодежи будет инструментом для них. Спасибо. Друзья, давайте уже перейдем к тому блоку, когда вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. Знаем, что у вас назрели определенный момент, который бы вы хотели уточнить, поэтому, пожалуйста, давайте начнем с оптимистов. У меня будет такой вопрос. Вот вы недавно в этой должности, да, и вообще хотела бы узнать, какие у вас будут новые проекты, новые идеи именно для развития, для молодежи. Наша мечта, это мечта всей молодежи города Якутска, я думаю. Мы хотим, чтобы у нас был молодежный центр. Это мы с помощью Антона и с помощью некоторых ребят, которые здесь сидят, мы озвучивали это перед председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко. То, что хотим, чтобы был центр молодежи, дворец молодежи, мы тогда это так назвали, да? И это будет место, где наши общественные организации будут сидеть бесплатно, потому что даже
Молодежного правительства нет своего кабинета. А без своего кабинета работать очень сложно. И кабинет не только дело в кабинетах, да, чтобы сесть на какое-то кресло, а это место для сбора, для разговора, для обсуждения идей. Молодежь знает лучше, это правда. Молодежь разнообразная, это тоже правда, я соглашусь с этим. Чем больше общественных организаций, которые мы поддерживаем, тем больше будет вовлечено наших молодых людей в ту или иную нашу программу. Поэтому молодежный центр, он необходим. Мы бы хотели, чтобы там были стендап, какие-то показы, чтобы там ребята показывали какие-то моду, показывали музей какой-то был, работ молодых художников. Хочется, чтобы ребята сразу все в одном месте решали. Были все вместе, общались друг с другом, и сразу у кого-то получилось, давайте там, они объединились и начали работать. И в городе Якутске было бы неплохо сделать такой центр, и в районах тоже. К сожалению, я сам сельский, представляю, может быть, сельскую молодежь, да, и, к сожалению, думаю, что построили спортзал, и все, мы досуг молодежи организовали, но не все спортсмены, коллеги, не все спортсмены, поэтому хочется, чтобы было такое какое-то место, где бы молодой человек пришел бы, поговорил, может быть, настольные игры какие-то сыграл. Это вот очень обширно, может быть, идей очень много. На самом деле вы являетесь носителями идей. Мы стараемся, чтобы Министерство молодежи было максимально открытым. Утром бы министр проводил планерку со своими сотрудниками, а через какое-то время вот с такими ребятами, как вы, с общественниками, и какие-то общие цели бы ставил. Без общих целей работать очень сложно тоже. Даже для министерства, для взрослых людей. Мы должны видеть какой-то конечный результат, какой-то KPI должен быть, который можно посмотреть, пощупать, измерить. Без этого сложно. Хорошо, Спасибо. спасибо. Аплодисменты. Как мне кажется, в Якутске есть очень много хороших таких мест, где можно самореализоваться или как-то показать себя. Я помню, когда вот только открылась смарт-библиотека, еще до начала всякой вот этой пандемии, я помню, там был открытый микрофон, где по пятницам вроде как по вечерам собирались, и там был микрофон, где можно было взять и зачитать какие-то любимые свои стихи или произведения. Вот такие вот, мне кажется, мероприятия, они есть, они у нас есть. Есть, например, точка кипения, IT-парк, та самая смарт-библиотека, только никакого широкого масштабного вот этой рекламы, промо я не слышала. Просто я, например, как узнала про это, моя знакомая, она как-то через знакомых узнала про это, меня с собой взяла. Было на самом-то деле очень весело, лампово, когда мы просто сидели и рассказывали, как мне это нравится произведение, почему оно мне нравится, как мы запомнили его. И мы анализировали. Мы просто незнакомые люди, мы так лампово сидели и разговаривали, но из-за ковидных ограничений все это сняли. Но при этом, мне кажется, если это развивать, то это будет очень хорошая основа для нашего будущего. Открыты, мы стараемся реализовывать, включаться, вклиниваться в какие-то мероприятия. Из-за этого, может быть, даже в пандемийный период, я вот отчитываюсь, и у нас порядка 2000 мероприятий по всей республике. Это очень много мероприятий. Я готов поддержать, я готов прийти на такое мероприятие, готов там наградить, потому что я вот недоумение понимаю, я вот работал все время. Никогда вот таких руководящих должностей у меня до этого, может быть, таких больших не было. Я старался работать и старался это делать руками, и в конце концов награждали того человека, который выступил грамотно. Поэтому меня ругают в отделе награждения, я все раздал до Нового года. Я говорю, если человек достоин, и тут если человек тут, говорят, не руководитель организации, надо дать, значит, работал же. Для общественника главное отметить. И мы также будем отмечать, потому что министерская награда это тоже какой-то для общественника. Не всегда все делается деньгами. И денег, к сожалению, очень мало. Мы будем договариваться, где-то там административный ресурс включим, чтобы там именно провели вот такое мероприятие ламповое, как мы говорим, да. И если вдруг у нас появится молодежный центр, мы будем там сразу говорить, я думаю, забивать, и люди будут приходить, общаться. И такие мероприятия будут обязательно проводить. Давайте подарим друг другу аплодисменты. У нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому, друзья, давайте посмотрим на экран. Как вы считаете, нужно ли Министерство по делам молодежи?
Ну, наверное, да. А для чего? Ну, для защиты молодежной политики. Ну да, конечно, обязательно надо, чтобы молодежь наша поддерживала. Еще, может быть, для чего? Ну, для продвижения нашей молодежи. Ну, конечно, нужно. Для чего? Ну, чтобы молодежь могла высказать свое мнение, что устраивает, что не устраивает, какие улучшения можно сделать, привнести, там, я не знаю, в современную жизнь. Может быть, какие-то вопросы задать. Да, нужно. Для чего? Ну, потому что некоторые ребята не знают, чем себя занять, скорее всего. Поэтому, чтобы наставить на что-то, куда-то показать, что и как. Направить молодежь. Да, можно так сказать. Да, поддержка молодежи, всяких программ. Ну, бывает же активная молодежь. Им же тоже надо чем-то заниматься. Конечно, нужно обязательно заниматься молодежью, видеть проблемы молодежи и двигаться в направлении совершенствования всей политики, чтобы молодежь была процветающей. Это наше все, наше будущее. Друзья, как вы видите, из запроса на население, которое было опрошено, достаточно оптимистично настроено. При этом хотелось бы обратиться уже и к нашей аудитории, что вы думаете по этому поводу. Ну и, соответственно, как вы считаете, каким образом можно на самом деле коммуникацию с молодежью улучшить? Давайте начнем с оптимистов. На самом деле все зависит от самого человека. Если он хочет развиваться, если он хочет достичь каких-то высот или именно своей деятельности, ребята, вы молодые, скооперируйтесь, обсудите сами. Министерство молодежи на самом деле разрабатывает очень много проектов, очень много грантов есть, не говоря даже о федеральных грантах, там достаточно очень много есть по разным интересам. Министерство молодежи работает по 16 направлениям, и я думаю, вы все равно найдете свое направление, где вы можете реализоваться. Все зависит от самого человека. А в то же время хочу Министерству молодежи сказать, чтобы быть немного открытыми и слышать нашу молодежь. Да? Возможностей очень много, все зависит от самого человека. Как вы не ждите, когда вам там кто-то что-то предоставит. Вы возьмите, скооперируйтесь, реализуйте, и все будут довольны. Контраргумент вот у меня есть как раз. Мы и так сами себя реализуем, так хочу сказать, то, что есть сами организации молодежи, которые сами себя реализуют, сами делают мероприятия, устраивают мероприятия и зовут туда людей. И поэтому, думаю, такие организации нужно, наоборот, развивать. Хоть они и маленькие, нужно, чтобы их было побольше. Так, тут еще у нас есть мнение. Так, насчет вопроса, как скооперировать. Мне кажется, как правильно отметили на той стороне, в том, что нужно собирать лидеров мнений. Как же собирать лидеров мнений в улусах? Например, в улусах нет доступного интернета. И мне кажется, правильно отметили, Петр Витальевич отметил, то, что через спорт, да, можно собирать в селах вокруг себя молодежь. Лидерами мнений в селах обычно кто бывает? Обычно это лидеры, капитаны команд, например, волейбольных, мини-футбола или каких-либо видов спорта. Обычно в селах это бывают парни, или девушки, которые очень хорошо себя проявляют в спорте и всегда выступают за свое село в Улусе, а потом с Улуса здесь, в Якутске, представляя республику. И молодежь их возраста обычно возводит в авторитет вот таких вот людей. И мне кажется, надо Министерству молодежи больше межотраслевых программ. Если межотраслевые программы совместно с Министерством спорта, с Министерством науки, например, чтобы на младшую нашу молодежь обратить внимание, надо больше межотраслевых каких-нибудь мероприятий проводить. Да, и тогда будет и финансов побольше, так как у Министерства молодежи мы говорим то, что финансов мало. Так мы будем привлекать финансы из Министерства спорта и из Министерства науки. И в целом все должны быть довольны, когда вы... На самом деле во всех министерствах работают молодые люди. Да. Поэтому Министерство молодежи имеет свойство входить в любое министерство и говорить, да, мы работаем, делаем за вас. Я в самом начале же сказал, что министерство одно решить проблемы всей молодежи не сможет. Вот то, что ты говоришь, это то, что мы пытаемся сделать. Это и есть решение. Да, это и есть решение. Кажется.
Петр Витальевич, а вы согласны с тем, что все-таки существует рассинхрон в этих действиях? Понятное дело, что молодежная политика – это обширная сфера. То есть это те меры, которые государство принимает по отношению к молодежи. Но эти меры, они же распределены между как раз-таки этими министерствами. Да. Есть ведь все-таки рассинхрон? Определенный рассинхрон, наверное, есть, но я бы сказал, это не рассинхрон, а может быть, думаю, что молодежь потерпит, может быть, как-то так, такое отношение, на мой взгляд. Это я увидел, посмотрел, я думаю, даже вот в ковидное время первые сокращения пошли через у Минмола. Понимаете, вот в этом плане какой-то такой момент есть, но упускать время не надо, уже сейчас надо обращать внимание на молодежь. Молодежь – это не затычка, которая там тут где-то протекает, туда отправляйте, ребята. Надо конкретно со всеми работать, вот, избавившись от этого рассинхрона. Какой совет вы бы дали нашим сегодняшним участникам? Раз вы сюда пришли, на самом деле, вы уже на правильном пути. Я своему себе молодому и вам, наверное, скажу, что активную жизненную позицию надо занимать как можно раньше. Такие разговоры, такие встречи друг с другом, они помогают развивать коммуникативные способности. Я хочу, чтобы вы были активными, чтобы вы разговаривали, чтобы вы коммуницировали. Вот тот коллектив, который здесь есть, я 100% уверен, что среди вас есть будущие руководители большие. Это точно. И вот те хваленые связи, они возникают, когда вы молодые. Вы вместе растете, вы вместе развиваетесь, и вместе хотелось бы, чтобы вы друг друга поддерживали. Не на словах, чтобы это было, чтобы вы действительно помогали друг другу. Очень много негатива, к сожалению, да. Очень много каких-то моментов, когда друг другу кто-то завидует и тому подобное. Надо быть немного выше, надо поддерживать, и тогда и входить в какие-то моменты, которые вам не нравятся, и исправлять это изнутри. Критикуя, что-то поменять очень сложно, почти невозможно. Хочу, чтобы вы развивались, дерзали, у вас очень много возможностей, больше возможностей, чем у нас. Просто надо правильно говорить и, может быть, докопаться до этого документа или до этого проекта и реализоваться. На самом деле все дороги открыты, и министерство вам обязательно поможет в этом. Спасибо. Аплодисменты. Сегодня у нас были очень достаточно довольно жаркие обсуждения, мы обменялись с вами мнениями, и сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. То есть оптимист, который проникся, скажем так, проникся больше убеждением пессимистов, может перейти к ним, ну и наоборот. Вот, поэтому, друзья, определяйтесь и, соответственно, давайте сейчас дадим вам возможность поменять свою группу, свою точку зрения. Хорошо. Определяйтесь, ну и давайте на счет 3. Кто готов перейти, переходим. Давайте. 1, 2, 3. Ну давайте аплодисменты проводим. Хорошо. И давайте меня поинтересуем, почему она все-таки поменяла свою точку зрения. Я в целом до этого сказала, что я в целом довольна работой молодежной политики в Якутии. И у меня все-таки есть надежда, что дальше молодежная политика в нашей республике будет и дальше развиваться, будут создаваться новые проекты, проблемы будут решаться, но со временем, конечно. И я все-таки верю в хорошее будущее. Хорошо, спасибо. Аплодисменты. Петр Витальевич, у вас есть возможность, мы знаем, вы взяли с собой небольшой презент, есть возможность его вручить тому, кого бы вы хотели сегодня выделить по итогам наших обсуждений. Так, я бы, наверное, смотрел, хотел бы выделить эту девушку. На самом деле для меня тот момент, который сказал про смарт-библиотеку, для меня это новое. Я сейчас буду со своими сотрудниками разговаривать и продвигать Про кого именно? Имя, к сожалению, забыл. Пожалуйста, выходи сюда. Хочу подарить книгу. Тут есть письма великих людей, иногда и обычных. Я мельком посмотрел, на самом деле. Тут фотографии великих людей, которые писали своим детям, любимым людям. Есть даже письмо, которое я прочел, который написал, как говорят, японский летчик
Камикадзе, да, своему сыну. Очень интересно, я думаю, это вам понравится. Как человек, который вот читает, интересуется библиотекой. Самый лучший подарок – это книга, ребята. Читайте, она развивает, это тренажер для мозга. Давайте поздравим. Аплодисменты. Пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Как тебя зовут? Я Ксенофонтова Юлия, мне Ты все 18 работаешь. лет, я учусь в ОГАТУ, торговое дело, да и, собственно, я хожу в студенческий педагогический отряд «Сердце Севера». Круто. Хорошо, спасибо. Аплодисменты. У меня еще один подарок есть. И я хочу этот подарок подарить, ну, презент, можно сказать, парню. Молодой человек, Да, пожалуйста. молодой человек. Тоже представься, пожалуйста. Тебя зовут? Меня зовут Антон. Где работаешь, учишься? Работаю, учусь на 4-м курсе Института физической культуры и спорта СВФУ на учителя ОБЖ и физкультуры. Да, тебе хочу очень сформулировал то, что мы делаем, на самом деле, чуть-чуть, может быть, для себя какой-то момент расширились горизонты, да, после выступления. И хотел бы тебе подарить вот такой знак. Этот год у нас является юбилейным годом столетия нашей республики. И хочу, чтобы ты как бы носил этот знак с гордостью. Юбилейный. Спасибо большое. Я надеюсь, что быть учителем, Знак столетия республики. да, быть учителем очень ответственно. Я поработал немного, но хватило меня не на долгий период времени, поэтому желаю успехов в твоей работе, потому что учитель на самом деле это тот человек, который формирует наше будущее, молодежь, и от твоих каких-то решений, может быть, и воспитания молодежи может сложиться судьба минимум района. Спасибо Хорошо. большое. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда, для того, чтобы вы еще могли немного друг с другом пообщаться. Это была передача «Я молодой». Подписывайтесь на нашу инстаграм-страницу ayar.nvk и узнавайте больше о наших проектах. С вами были Антон Васильев. И Елена Гагарина. Будем развиваться вместе. На благо себе и родной республики. Всем пока! Для себя я подчеркнул несколько идей, которые озвучены молодыми ребятами. Было очень интересно с ними разговаривать. Определенные другое мнение о работе Министерства молодежи. Я думаю, по итогам этого разговора мы какие-то изменения в работу внесем и будем встречаться с молодыми ребятами гораздо чаще. Не только министр молодежи должен с ними встречаться, а наши сотрудники разговаривать, смотреть, потому что человек, который долго работает на одном и том же месте, работает постоянно по одному лекалу, который он провел, да, какое-то мероприятие. А вот такие разговоры, они дадут новое веяние. Все-таки молодые знают лучше, что им надо. Передача очень хорошая, на мой взгляд, побольше таких встреч. Я думаю, одна из таких передач, которая раскрывает руководителей как личностей, как людей, потому что министры это тоже люди, руководители это тоже люди. И пожелал бы этой передаче развития, чтобы у них были интересные встречи,
чтобы в конце концов у них охват аудитории все увеличивался и увеличивался, и через какое-то время оно стало такой полноценным, можно сказать, даже ток-шоу, и какие-то нововведения тоже, я думаю, будут вноситься постоянно, развиваться. Коллектив молодой, а молодой коллектив всегда меняется.